Стоять! 7 миллионов рублей, едва не ставшие очередным уловом дистанционных аферистов, спасены. Пожилую женщину обманули, представившись сотрудниками военкомата. Сказали, что выданную ей выплату за гибель сына на СВО необходимо передать государству для проверки. Зачем вы перевели деньги? Нам сказали, что там на них написано «Слава Украине» и передать девушке, что завтра я получу уже без надписи этих деньги. Все, понял, хорошо. Ситуация завершилась благополучно благодаря своевременным действиям сотрудников УБК. Мошеннические действия пресечены, а в отношении девушки, исполнявшей роль курьера, проводится проверка. Когда деньги я отдавала, у меня были сомнения, потому что перед тем, как отдать деньги, вот этот Алексей, да, он сказал: девушка подойдет, скажете, дадите пакет, скажете от Алексея, там, как его, Владимирович или как. Я еще у него переспросила: она должна это сказать или это я должна сказать? Он говорит: нет, это вы скажете, отдадите ей пакет. Вы, говорит, не отключайтесь, просто громкую связь уберите с телефона. Ну и все, вот мы вышли, потом смотрим, она издалека идет к нам навстречу. Идет, улыбается. Вот она подошла, я ей протягиваю пакет, говорю, от Алексея. Она головой так кивнула, улыбнулась, пакет взяла и собралась уходить. Ну и тут сотрудники полиции. Ну, конечно, это я была в шоковом состоянии, потому что сначала один сотрудник корочку, второй задерживает эту девушку, значит, с пакетом. И у меня вообще шок. И я чуть не потеряла 7 миллионов. Это для меня вообще большая, очень большая сумма, за которую сын мой отдал жизнь. И спасибо сотрудникам полиции, которые спасли меня и мои финансы. Мошенники могут вступать друг с другом в конфликт на глазах у жертвы. Это делается для еще большего убеждения ее в реальности происходящего. Могут оплачивать такси, бронировать билеты или даже звонить знакомым и просить что-то передать. Для того, чтобы не попасться на подобную уловку, необходимо пресекать любые требования совершить какие-то действия с вашим имуществом, когда они озвучиваются вам по телефону.